Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК «Саха», программа про авто 14, где мы обсуждаем и поднимаем темы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Какие спорные ситуации случаются при ДТП? Как при этом действовать? На вопросы отвечает юрист. Как зарегистрировать изменения в конструкции автомобиля и что, собственно, считается изменением в конструкции? Можно ли наследнику пользоваться автомобилем до его оформления в собственность? Профилактика детского травматизма. Рубрика «Юный инспектор дороги» вновь напоминает о правилах поведения на дороге. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит актер Русского драмтеатра Семен Романенко. Ну а в начале нашего выпуска по традиции обзор дорожно-транспортных происшествий за эту неделю. На автомобильных дорогах республики с 23 по 29 мая текущего года зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, где погибли 5 человек и различные травмы получили 16, в том числе 4 несовершеннолетних. Так, 28 мая в Покровске из движущегося УАЗа выпал ребенок. 21-летний пассажир, пытаясь поймать ребенка, тоже выпал из салона на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия 6-летний мальчик и молодой человек получили тяжелую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Было установлено, что ребенок не был пристегнут и держался за ручку двери, которая в ходе движения открылась прямо на ходу. В тот же день, 28 мая, в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о столкновении автомобиля с мотоциклом на Намском тракте. В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Мотоциклист и пассажир находились без шлема. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло в субботу в селе Булгунитах. 17-летний водитель, управляя мотоциклом, при обгоне совершил столкновение с трактором. Пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла. На момент столкновения оба не имели мотошлемов и других средств защиты. И у нас в студии Владимир Ощепков, инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД города Якутска, капитан полиции. Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Скажите, Владимир, как вы считаете, закрытый мотошлем и специальная экипировка могли бы спасти жизнь мотоциклиста и его пассажира? В большинстве случаев защитная экипировка спасает жизнь, и здоровье человеку, который уже носит такие экипировки. И защитные средства у нас, опять же, не заканчиваются лишь перчатками, налокотниками, наколенниками. Да? А в мототранспорте у нас, в принципе, есть и мотоботинки, и, в принципе, также чешуйчатая защита спины, так называемая черепашка. Да? Я предлагаю напомнить нашим телезрителям, с какого возраста можно управлять мотоциклом. Опять же, возраст у нас, согласно правилам дорожного движения, в принципе, идет уже с 18 лет. И, в принципе, ребенок, опять же, несовершеннолетний, может управлять двухколесным транспортным средством, как мопики, скутеры, уже с 16 лет и, опять же, с категорией М, который, опять же, позволяет управлять данным видом транспорта. Все-таки, если случай, что за рулем мотоцикла несовершеннолетний, то какое наказание следует за данное правонарушение? Опять же, у нас несовершеннолетние несут ответственность согласно Кодекса об административных правонарушениях с 16 лет, в принципе, так же, как несовершеннолетний не имеет водительского удостоверения, то он, опять же, может получить штраф в размере от 5 до 15 тысяч, согласно статьи 12.7 части 1 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении за передачу транспортного средства лицу, заведомо, опять же, не имеющим такого водительского удостоверения, на родителей, либо на законных представителей, которые купили данное транспортное средство для своего чада, то им уже опять грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, согласно статьи 12.7 части 3 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Спасибо, Владимир. А мы еще раз напоминаем, что, сев за руль мотоцикла, сразу же нужно позаботиться об экипировке, которая может защитить вас от травм и, возможно, даже сохранить жизнь. И это очень зря, потому что тому же фонарному столбу или дорожному ограждению, или, не дай бог, конечно, автомобилю будет абсолютно все равно на эти понты и личные убеждения.
А мы продолжаем. Что можно, а что нельзя менять в своем автомобиле? И как узаконить, если душа просит сделать все не как у всех? Ведь изменения в конструкцию автомобиля без оформления в соответствующих органах чревато крупными неприятностями. Далее, в следующем сюжете, мы расскажем, как все сделать правильно. Как правило, у нас основными внесениями изменений в конструкцию это является установка газобаллонного оборудования, тягово-сцепного устройства. Кто-то ставит на транспортное средство багажники, лестницы. Не часто у нас, но есть, тем не менее, внесение изменений в конструкцию – это изменение типа транспортного средства. Например, грузовое транспортное средство хотят поменять на цистерну и аналогичные изменения. Но в несколько этапов осуществляется. Первый этап – это вы должны получить разрешение на внесение изменений в конструкцию. Можно подать его через электронную почту ГБО-14. На наш сайт придет заявка от вас, можно ли вам внести изменения в конструкцию то или иное. Ну, например, опять же, обращусь, чаще всего это установка газобаллонного оборудования. Сотрудник проверяет транспортное средство по базам, не состоит ли оно в розыске, не имеет ли ограничений. Затем, рассматривая обращение, сразу же в течение одного дня приходит вам уведомление, разрешено вам такое переоборудование или запрещено по тем или иным обстоятельствам. Второй этап, вы уже должны получить протокол с лабораторией, которая будет проводить исследование транспортного средства на внесение изменений в конструкцию. И уже далее необходимо будет пройти технический осмотр транспортного средства на пункте технического осмотра и сюда вот предоставить транспортное средство после внесенных изменений в конструкцию на осмотр государственному инспектору безопасности дорожного движения. После того, как мы убедимся, что все внесения изменений в конструкции выполнены в соответствии с установленными требованиями, проведем проверку протокола на предмет его легитимности и уже после этого выдается свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности или отказывается выдаче этого свидетельства по основаниям, которые предусмотрены постановлением правительства 413. Если не внесены изменения в конструкцию, но тем не менее вы произвели эти внесения изменений в конструкцию, предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 12.5 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Предупреждение или штраф 500 рублей. Кроме того, сотрудники выдают требования об устранении нарушений законодательства. Если это требование не выполняется, как правило, срок выдачи требований колеблется от 3 до 10 суток. Если это требование не исполняется, то решением главного государственного инспектора регистрация такого транспортного средства может быть аннулирована. Попадание в дорожно-транспортное происшествие сложно назвать приятным событием в жизни человека. Но неправильное поведение водителя после аварии может привести к еще более негативным последствиям. Поэтому крайне важно знать, какие действия после ДТП следует предпринять и чего не нужно делать ни в коем случае. Эту тему продолжит в нашей студии Ростислав Глеков, главный специалист оргплановой и правовой работы регионального отделения ДОСААФ России по Республике Саха-Якутия, учредитель учебного центра «Спасатель» и юрист Якутской технической школы регионального отделения ДОСААФ России по Республике Саха-Якутия. Ростислав Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие ситуации при ДТП чаще всего вызывают споры? Ну, ситуации могут быть самые различные, да, тем более, что у нас юристы могут и приложить к этому руку и из одной ситуации сделать другую, но в основном можно их разделить на 3 группы. Это значит административные споры, это такие как несогласие с заключением инспектора, оспаривание на состояние алкогольного опьянения. Вторая группа это в основном самая большая, это значит гражданские споры. Туда входит это взыскание имущественного ущерба, причиненного вред здоровью граждан, попавших в ДТП. Ну и самая, как говорится, тяжелая группа, это все-таки уголовные споры, которые повлекли гибель, либо тяжелые травмы людей. Зачастую это групповая гибель бывает, 2 и более людей. То есть, ну вот это основные категории споров, возникающих в случаях ДТП. Ну вот я предлагаю более подробно рассмотреть, какие действия виновника дорожно-транспортного происшествия и что делать пострадавшей стороне во время ДТП.
Смотря о чем мы сейчас будем говорить, значит, действия, ну, во-первых, при возникновении ДТП всегда надо выполнять требования, предусмотренные пунктом 2.5, 2.7 правил дорожного движения, которые прямо предусматривают, что делать участникам ДТП при возникновении дорожно-транспортного происшествия. То есть это обязательно остановить автомашину, транспортное средство, выставить предупреждающие знаки, значит, оказать доврачебную помощь пострадавшему, если такое имеется, вызвать сотрудников ГАИ, скорую помощь для оказания первой медицинской неотложной помощи. Значит, по прибытию, значит, сотрудников ГАИ пройти процедуру оформления, участвовать в составлении протокола дорожно-транспортного происшествия места. Что касается, если говорить о дальнейших действиях, то есть это идет уже о возмещении ущерба, да, то непосредственно необходимо подать, значит, извещение о дорожно-транспортном происшествии. Сейчас существует два вида. Один, так сказать, облегченный, это европротокол, который составляется в определенных ситуациях и, соответственно, направляется в страховую компанию виновника ДТП, откуда и производятся страховые выплаты. Как-то так. Ну, а что делать в том случае, если виновник дорожно-транспортного происшествия, да, скрылся с места аварии? Бывает такое зачастую, когда водитель транспортного средства по той или иной причине оставляет место ДТП. Это и страх наказания, и, как говорится, состояние аффекта может быть, всякое может быть в жизни. Может быть, что человек просто не заметил сам факт ДТП, такие случаи тоже бывают в практике. Поэтому в любом случае, если это столкновение двух машин, процедура вся та же самая, останавливаем транспортное средство, выставляем знаки, вызываем обязательно сотрудников ГАИ, находим свидетелей, которые могут подтвердить факт ДТП, то есть это могут быть и прохожие граждане, собираем данные с видеокамер, которые находятся вокруг места ДТП, это уличные камеры наблюдения, регистраторы на автомашинах, в том числе, если непосредственно у того участника, который остался на месте ДТП, есть регистратор, данную запись обязательно нужно сохранить, потому что это будет веским потом доказательством по произошедшей ситуации. Вот. Дальше действуют уже, как говорится, сотрудники госавтоинспекции, выявляют машину и так далее, выявляют соответствующие планы. А что делать, если, например, у виновника ДТП отсутствует страховка? В данном случае попытаться договорить о добровольном возмещении. Если, значит, согласие не достигнуто между сторонами, да, ну, остается, значит, готовиться к судебным тяжбам, к сбору доказательств, к оценке установления ущерба, оценка транспортного средства, если было там, значит, повреждено, вот, независимая оценка. Вот, и взыскание ущерба происходит уже в судебном порядке. Ростислав Анатольевич, хотелось бы поблагодарить вас за то, что пришли в нашу телепередачу, и поблагодарить за полноценную информацию. Спасибо. Спасибо. Накануне летних каникул сотрудники ГИБДД совместно с ресурсным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организовали детский велопробег. Несколько десятков экипированных наездников двухколесных средств передвижения таким образом напомнили, что велосипедисты – это равноправные участники дорожного движения, но гораздо более уязвимые, чем те, кто сидит в салонах автомобилей. Время проведения такого мероприятия было выбрано не случайно. Начинается лето, школьные каникулы, период отдыха, когда дети будут проводить много времени на улице, в том числе катаясь на велосипеде и самокате. И, к сожалению, в этот период ухудшается статистика детского дорожно-транспортного травматизма и значительно увеличивается количество ДТП с участием детей. Мы начали с задней части парка. Потом поехали прямо до зеленого забора в лесу. Там было очень классно. Ехали за детьми. Дети ехали очень хорошо на велосипедах, на самокатах. Почти все были правильно экипированы в шлемах, налокотниках и наколенниках. Некоторые были без наколенников, но шлемы были. Они все ехали прямо, иногда сворачивали, но тоже было хорошо. Они не врезались, не травмировались, не падали. Напомним, что всероссийское юидовское движение направлено на снижение детского травматизма. Поэтому детей надо научить элементарным знаниям правил дорожного движения, как переходить дорогу, как ездить на велосипеде. Особенно это касается маленьких детей, ведь во дворах тоже ездят автомобили.
в первую очередь, конечно, хотелось бы напомнить взрослым, что покупая ребенку велосипед или любое другое транспортное средство, средство передвижения, необходимо позаботиться о безопасности, приобрести средства защиты, в первую очередь, конечно, велошлем, налокотники, наколенники, разъяснить основные правила дорожного движения, запретить катание по проезжей части до 14 лет. Ресурсные центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день реализуют различные проекты, направленные на обучение детей правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на дороге, проводят акции, конкурсы и подобные велопарады. Каждый центр оснащен оборудованием из более чем 70 позиций, а также раздаточными материалами, включая рабочие тетради для закрепления теоретических знаний. И каждый год юидовцы выезжают на всероссийский конкурс «Безопасное колесо». Конкурс «Безопасное колесо» – это большой глобальный конкурс, в котором дети, представляете, дети до 12 лет должны практически знать все правила дорожного движения категории А и Б. Заканчивая и получая навыки в отрядах юных инспекторов движения, я могу точно сказать, что на выходе ребята могут спокойно получить удостоверение водителя. На базе общеобразовательной школы номер 3 города Якутска был открыт первый в регионе специализированный класс ЮИД. И для многих ребят обучение в этом классе – это не просто функциональная грамотность, но и шанс найти друзей по интересам и, возможно, определение с будущей профессией. Я наследник. Могу ли я ездить на автомобиле умершего? Подобные вопросы часто задают сотрудникам ГИБДД. Ну а ответит на этот вопрос наша постоянная рубрика «Полезная за минуту». Можно ли наследнику пользоваться автомобилем до оформления его в собственность? Можно пользоваться транспортным средством в течение 10 дней со дня вступления в право наследования и получения свидетельства о праве на наследство по закону. Далее необходимо будет зарегистрировать транспортное средство в установленном порядке. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой наши гости в этой студии проверяют свои знания на правила дорожного движения. Ну и, конечно, по традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Сегодня на них будет отвечать актер Русского драматического театра Семен Романенко. Семен, здравствуйте. Семен в нашей республике недавно прибыл из Красноярского края, да. но я думаю, что уже успел оценить наши дороги. Ну да, очень так своеобразно тоже. Я считаю, что поездив по Красноярскому краю, дороги везде, в принципе, одинаковые. Расскажи, а какой у тебя стаж вождения? Стаж вождения у меня, получается, 4 года. Я первое водительское удостоверение получил в 18 лет. В 2018 году. Позже получил категорию С. Ну, отучился на категорию С, пошел в армию, пригодилось. Был водителем грузовика, когда служил. Вот, а потом стал актером? Потом изначально стал актером, но водительское удостоверение получил вот. Отлично. Ну, я думаю, тебе не стоит волноваться, главное сосредоточиться и правильно ответить на максимальное количество вопросов. Давайте приступим. Итак, первый вопрос. Какие из указанных знаков используются для обозначения границ искусственной неровности? Варианты ответов: только Б, только А, Б и В. Только А. Наверное, только я уже за 4 года изменились все правила, изменилось все, и я уже не все так помню, поэтому... Хорошо, то есть твой вариант ответа ты выбираешь... Только А, второй только вариант. А, вариант номер 2. Следующий вопрос. В данной ситуации остановка. Варианты ответов: разрешена только транспортным средством, управляемым инвалидами или перевозящим инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Второй вариант: разрешена только маршрутным транспортным средством и транспортным средством, используемым в качестве легкового такси. Третий вариант: запрещена. Запрещена. Знак «остановка» запрещена, я считаю, что да. Вариант номер 3. Ну, вариант номер 3. Хорошо. Следующий вопрос.
Такой сигнал рукой, подаваемый водителем мотоцикла, который движется по левой полосе, информирует о его намерении. Варианты ответов: остановиться, повернуть направо, продолжить движение прямо. Второй вариант – повернуть направо. Второй вариант – повернуть направо. Да. Хорошо. Следующий вопрос. При перестроении на правую полосу в данной ситуации вы, первый вариант, должны уступить дорогу автомобилю, движущемуся по соседней полосе. Второй вариант – имеете преимущество в движении. Ну, тут я считаю, что все очевидно. Это первый вариант, должны уступить, так как водитель движется прямо, а нам надо перестроиться, это в наших интересах, поэтому должен уступить. Отлично. Так, вариант номер 1. Хорошо. Следующий вопрос. Каковы ваши действия в данной ситуации? Варианты ответов. Первое. Продолжите движение только после того, как грузовой автомобиль освободит полосу движения. Второй вариант. Объедете грузовой автомобиль справа по обочине. Третий. Допускаются оба варианта действий. Ну, конечно же, вариант номер 1. Продолжу движение после того, как грузовой автомобиль освободит полосу, закончит свой маневр. Вариант первый. Чтобы проехать, да, спокойно. Вариант первый. Хорошо. Следующий вопрос. Разрешается ли водителям транспортных средств остановка в указанных местах? Варианты ответов: запрещается, разрешается, разрешается только водителю мотоцикла. Запрещается. Запрещается вариант номер 1. Вариант номер 1. Да, вот как-то что-то душа лежит. Не помню, правда, не помню всех правил, не помню, признаюсь честно. Ничего страшного, мы результат скоро узнаем, не волнуйтесь. Хорошо, принято. Номер первый. Первый вариант запрещается. Да. Следующий вопрос. Как вам следует поступить при повороте направо? Вариант ответов: остановиться и дождаться другого сигнала регулировщика, проехать перекресток, уступив дорогу трамваю, проехать перекресток первым. Проехать перекресток, уступив дорогу трамваю. Вариант номер 2. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Варианты ответов: только легковому автомобилю, легковому автомобилю и автобусу, всем транспортным средствам. Уступить легковому автомобилю и автобусу, да, потому что у мотоцикла, если я не ошибаюсь, помеха справа, и после того, как проедет легковой автомобиль и автобус по главной дороге, мы имеем право проехать. Принято. Хорошо. Следующий вопрос. На каком рисунке показано правильное положение рук на рулевом колесе? Первое на правом, второе на левом, третье на среднем. По-моему, еще не все варианты показаны, как можно держать руки. Сейчас, да, Но все мы говорим- держат по-разному, Да, но мы правильный говорим о вариант правильном. один. Сейчас все с одной рукой ездят, и как только не Но ездят. это все неправильно. Это все Да. неправильно, да. Правильный вариант, конечно же, на правом рисунке. Вариант номер 1, да. Вариант номер 1. Принято. Последний вопрос. Как вам следует поступить, двигаясь по перекрестку с круговым движением? Варианты ответов: проехать перекресток первым, уступить дорогу грузовому автомобилю, действовать по взаимной договоренности с водителем грузового автомобиля. Если я не ошибаюсь, то мы уже движемся по кругу, по круговому движению, и мы вправе проехать перекресток первым, потому что грузовой автомобиль стоит только на перекрестке, только выезжает на круговое движение. Поэтому проехать перекресток первым. Вариант номер 1. Вариант номер 1, да. Хорошо, ну что, все ответы зафиксированы, и сейчас мы приглашаем в студию нашего эксперта, преподавателя автошколы «Фаворит» Егора Никифорова, который разберет все ваши ответы. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Семена. На первый вопрос Семен правильно ответил. Границу искусственной неровности показывает знак А. Второй ответ. На этот вопрос Семен тоже правильно ответил. Здесь остановка, стоянка запрещается. Водитель, в этом случае мотоцикла, который находится на левой полосе, хочет повернуть направо. Правильный ответ. При перестроении всем ТС должны уступать дорогу. Первый ответ вы правильно ответили. Можем дальше двигаться после того, как, конечно же, грузовой освободит полосу. Правильно ответили. В данной ситуации внутри перекрестка они стоят, поэтому остановка, конечно,
Запрещает, правильно ответили. На этот вопрос ошиблись. В данном случае трамваю прямо двигаться нельзя. Он у нас ехал по рукавам, от руки к руке. И он стоит. Нам разрешено двигаться, поэтому мы едем первыми. На этот вопрос Семен правильно ответил. В данном случае уступаем главной дороге, легковому автомобилю и автобусу. Конечно, правильный ответ будет первый ответ на правом рисунке. И в этой ситуации мы внутри кругового находимся. Правильно ответили, едем первыми. Итого, Семен ответил правильно на 9 вопросов из 10. Очень хороший результат. Не все так плохо, не все потеряно. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и до новых встреч в эфире.